Судебная система должна быть справедливой. Это самое главное. По словам Баяса Турала, суд также должен быть беспристрастным. У нас в стране уже очень много криминала, и самой коррумпированной системой считается судебная. Я удивляюсь людям, которые раньше осуждали судебную систему, а сейчас защищают и идут против Ташиева. Раз уж ты политик, то стыдно врать. Мы сами должны решать свои проблемы. Беспредел в судебной системе обсуждают даже священнослужители. По словам Бахтияра Токтагазы-Улу, представителя отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана, люди не возникали бы просто так. Если они недовольны, значит есть какая-то проблема, которую надо решать. По хадису есть 3 вида судебной системы. 1 в раю и 2 в аду. То, что в раю, это правдивый суд, когда выносится справедливый приговор. Второе, это когда знаешь, что неправда, и выносится несправедливый приговор. Третье, это когда выносит приговор несмотря ни на кого, ни на что, просто по своему решению. Поэтому надо все тщательно исследовать и потом принимать уже правильное решение. В Кыргызстане есть 3 ветви власти – законодательная, судебная и исполнительная. По словам Ислама Каргабаева, юриста и руководителя консалтинговой компании, ни одна власть не работает должным образом. Также есть издержки в судебной системе. Но суд не является независимым, он также зависит от других ветвей власти. У нас не только судебная система плохо работает. У нас в целом все ветви власти плохо работают. У нас что, если взять президентский аппарат, что ли, плохо работал, тогда почему сажают людей, тогда почему посадили президента? Атамбаев в настоящее время привлечен к уголовной ответственности за то, что он, находясь на посту президента, злоупотребляет своими должностными полномочиями. Правильно, да? То есть у нас и президентская власть плохо работает, у нас и правительство плохо работает. То же самое привлекает к уголовной ответственности членов правительства, правильно, да? Ну и издержки есть и в судебной системе. Я за Ташиева. Я поддерживаю, 100% я поддерживаю. Надеюсь, что вот как они работают, надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. И надеюсь, что наши судьи будут, в конце концов, будет справедливо, будет решать свои. Честностью будет работать, я думаю так. А сейчас вы как думаете? Сейчас несправедливо, сейчас вот в рамках закона они не работают. Несправедливо сейчас. Вот, насколько я знаю, насколько я видела, несправедливо все это. Система у нас в Кыргызстане, она чуточку не объективная, во многом политизирована. Вот. И в настоящее время я считаю, что вообще судебная система много зависит от власти имущих. Это очень плохо. Считаю, что наша судебная система должна быть независима ни от кого. Вот. И в итоге, когда суд зависим от власти, он принимает именно политизированные решения. Негизинен азыркы учурда сотторго ишеним деле калбай калган. Анткени кимдин акчасы болсо соттон ошол утуп чыгат. Кимдин таанышы болсо соттон ошол утуп чыгат. Негизинен адилеттүү сот болсо гана анда бизде ушундай бир эме болмок, адилеттүүлүк орномок. Ал үчүн бизде адилеттүү сотторду тандоодо алардын илим билимине көбүрөөк маани бериш керек. Система судейской системы надо референдум кылыш керек. Это надо народные эме кылгандан кийин народ избирает систему. Хотят по-своему хотят. Все равно народа надо слышать, чтобы судья должен быть для народа, дегендей, да? Маани совершенно болуш керек, да? А в дальнейшем посмотрим, как она будет. Народ также недоволен судебным процессом, работой Верховного суда. Суд у нас, по мнению граждан, не объективный, никто не вправе судить, но все должно быть по закону. Люди верят и надеются на то, что в будущем суд станет справедливее. Айжан Аманова, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.